И вообще, вот мы уже вторую неделю здесь гостим в Нурлатском районе. Ну, просто у вас такой замечательный народ живет. Так встречает нас хорошо. Да, у нас в Нурлатском районе народ гостеприимный. Мы любим праздники, мы любим веселиться. У нас татары отдыхают на Уяве, чуваши и русские отдыхают на Сабантуях. Мы прекрасно вместе вот уживаемся, хорошо живем. Вот приятно слышать. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Мы по-прежнему гостим в Нурлатском районе, и сегодня для вас новые гости, новый рецепт и новые интересные факты из жизни района. Нурлатский район расположен на крайнем юге нашей республики, в 220 километров от города Казани. В муниципальный район входит 26 сельских поселений и один город – Нурлат. В районе проживает более 58 тысяч человек. В нашем районе в дружбе и согласии живут в основном 3 нации – чуваши, русские и татары. 1% иной национальности проживают люди – таджики, армяне, узбеки и так далее. Если говорить об этнографии, то эти 3 нации, они взаимосвязаны между собой, как в языковой части, да, как вот в национальных костюмах, в традициях, обычаях, праздниках и так далее. Это чувашский интерьер, чувашской комнаты. Перед вами вот этот вот костюм. Это один из раритетных экспонатов нашего музея. Шитое платье чувашской женщины на свадьбу вручную. Вообще, если говорить о духовности и культурном развитии чувашского народа, оно сохранило остатки языческой религии, да, и совмещает ее прекрасно с христианской религией. Все праздники, в том числе и Уяв, это языческие праздники. Это вот как раз вышивка. Ведь чувашский народ называет это то, что они именно на национальном костюме вышивки. Они означают слова, и эти вышивки защищают женщину от злых духов. Дальше у нас идет интерьер русской комнаты и, конечно, интерьер татарской комнаты. Здесь же расположено еще интерьер комнаты богатых татар. Потому что в нашем районе жили и богатые татары, дворяне. Их называли лапотные мурзы. Шапаталы мурзалар, так как по сословию они не относились к дворянству, а уже дворянами стали как бы купцы, мещане и так далее. Дорогие друзья, напоминаю, что мы готовим в Нурлатском районе, и сегодня вместе с нами работник культуры Фаузия Калимуллина, Фаузия Бигзур Ахмед. Исәнмесез, спасибо, что пришли к нам. И я так понимаю, не с пустыми руками. Что это? Исәнмесез, беренчедән, бу безнең урама дип атала. Урама? Что это такое урама? Это по-нашему урама, а так кыштель называется. То есть называют по-народному кыштель называется. Ну, а в Нурлате урама? Ну, у нас урама, да, в Нурлате, в Нурлатском районе. Очень аппетитно выглядит. Жалко, что упаковка, конечно. Открывать даже неохота, или как? Сегодня мы это будем готовить. А, мы сегодня будем готовить Приготовим ураму. ураму, попробуйте. То есть, неужели вот такое блюдо можно приготовить здесь, на природе? Можно. Прямо сейчас этим и займемся. Для теста нам понадобится яички куриные, мука, масло, подсолнечные растительные, растительные, сахарные пудры, немножко соли, немножко соды. И хорошее настроение. И настроение хорошее. Ну, Фаузия, вот на вас посмотришь, настроение у вас суперское. Да. Итак, начинаем. Прошу. У меня всегда настроение хорошее. Ну, работники культуры, они же позитивные люди. Да, обычно я беру 8 яиц, 5 желтки только, Ага. и 3 и белок, и желток. Целиком. Целиком, да. Фаузия Ханым, расскажите, пожалуйста, про вашу большую, я уже знаю, что у вас много внуков и детей, про вашу большую любимую семью. У нас семья большая. У меня муж, 4 детей и 6 внуков. 4 детей, 6 внуков. Ну, это мама-героиня, обычно говорят. Героиня, не героиня, не знаю, но
весело нам жить. Ну, вот этот ваш творческий характер, он помогает вообще вот семью тут такую вот, как говорится, содержать, кормить всех, воспитывать? Песни мне всегда помогают. Вот я это и По хотел жизни слышать. помогают. И настроение поднимается, и легче сразу становится. Да. Ну, вы сколько лет уже поете? Как себя знаю, я уже пою. Потому что я еще слова говорить не умела, но мой кумир – это Альфия Авзалова. То есть вы по телевизору видели Альфию Авзалову и начинали Да, петь? я маленькая была, и, оказывается, говорил, мне папа уж потом говорил, Афля, я Афля Авзалова. Итак, для вас поет Альфия Авзалова. Тогда я спою песню Альфии Авзаловой. Отлично. Таң атқанда ойланам, су аққанда мұңланам, таң нұрында сен езесің, утларында мен янам. Таң нұрында сен езесің, утларында мен янам. Бигзор Ахмед. Действительно, настроение еще больше улучшилось. И вообще, вот Да. мы уже вторую неделю здесь гостим в Нурлатском районе. Ну, просто у вас такой замечательный народ живет. Так встречает нас хорошо. Да, у нас в Нурлатском районе народ гостеприимный. Мы любим праздники, мы любим веселиться. У нас татары отдыхают на Уяве, чуваши и русские отдыхают на Сабантуях. Мы прекрасно вместе вот уживаемся, Вот, хорошо живем. Вот приятно слышать. Вот это все это мешаем. Так, перемешиваем Да, тщательно. да. Давайте да. хоть что-нибудь сделать, Фензия Ханым. Потом скажут, Руслан пришел. Давайте вы. Да, давайте я да, вот да. Назина Булгатапалам помешаю. Я добавлю соль. Соль. Да, Ага. Чуть-чуть чуть-чуть только. соли. Вот. Мгм. Так, это что, сахарная пудра или соль? Это сода. это сода. Вот это сода. Добавляем соды. Тоже немножко только. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуточку. На кончике ножа только, но я уж ложкой. Здесь Это много канал. же у тебя. Да, ну достаточно, я думаю. Да. Фензия Ханым, расскажите вот нам, пожалуйста, вы как раз сказали, что здесь в мире, в дружбе живут русские, чуваши, татары и другие нации. Вот о коллективах, о культурной жизни. Вот расскажите нам. Ансамбли у нас есть, фольклорные ансамбли есть, любительские программы, любительские группы есть. Также у нас есть 2 народных театра. Хор ветеранов еще. Они прекрасно работают. Бабушки у нас, одной там 95 лет, Ага. все еще поет Ну, мне и кажется, это вот... прекрасно себя чувствует. Наверное, тоже ей песни помогает. Фензия Ханым, мне кажется, вы также будете, Алла Берса, в 95 лет также будете выступать Дай на бог. сцене. Может, еще встретимся здесь, Конечно, 95 на юбилей, лет. на юбилей. Да, Алла да. Берса. Давай Так, муку добавим. Так, добавляем муку. Так, давайте. Не забываем, кстати, о процессе готовки. Теперь это убираем Так, давайте, убираем. сюда. Вот. И теперь ложкой. То есть, Желательно, мешаем, да, мешаем. Желательно деревянной ложкой. да? Угу. Вот. Фензия Ханым, вы работаете в Доме культуры режиссером. Расскажите, пожалуйста, вот из какой вы деревни и что интересного происходит у вас? Я из деревни Кривого озера. Без нас ничего не происходит, ничего Ну, как без режиссера что-то не будет могут делать происходить, без конечно. нас. Все праздники, Сабантуй и даже Уяв мы участвуем везде. Ну, в Кривом озере, конечно, одни татары живут, Уяв не проводим мы. Ага. Но соседнее село у нас Гайтанкино, там работаем иногда. Село Кривое озеро известно еще с 1782 года. В дореволюционных источниках упоминается также как Абдрахманово и Русское озеро. На данный момент в селе проживает более 500 жителей. В селе Кривое озеро находится одна из старейших мечетей в Нурлатском районе. В этом году ей исполняется 132 года. Исамсес, здравствуйте. Это мечеть, самая старинная мечеть в Нурлатском районе. По официальным данным, эта мечеть открылся в 1888 году. Но начал работать в 1885 году. Первый это азан произвел отец моей матери, Нигматулла Бабай. Когда ему было 15 лет, здесь еще минарета не было, стоял только стол для строительства минарета. Вот он туда полез и первый произвел азан. Вот с этого дня начал работать эта мечеть. Ну, а сохранилось ли что-то вот за эти 130 лет от первой мечети? От первой мечети только минарет. Ну, тоже
видоизмененный уже, там вот оббито уже железом, но тогда все были деревянные. Вот эти все окна старинные, вот это с того времени они находятся. А вот здание снаружи было ведь деревянным оббито, а сейчас уже каменный вот стал. Кстати, в вашей деревне Кривое озеро, говорят, есть озеро, которое занесено даже в Красную книгу. Это правда? Правда. Да потому что там лебеди прилетают туда. Там лилии, наверное, цветут. И лилии, и кувшинчики цветут, и еще дикие утки там. Вот такие вот чудеса есть в Да. Нурлатском районе, дорогие друзья. Но самое, что меня удивило, я вот был на площади у вас, да, Нурлатской большой, около Дома культуры. Кстати, такой красивый Дом культуры у вас. Да, Руслан, у нас большой в Нурлате дворец культуры. Там, кстати, там музей есть. Можешь посетить наш музей. Очень такой большой, там чего только нет. Очень Ну, интересно меня будет пропустят, тебе. я скажу Фяузяпадан. Конечно, если скажешь от Обязательно. меня, обязательно пропустят. Региональный музей истории Закамья и города Нурлат был открыт в 2003 году. Он занимает второй и часть третьего этажа городского дворца культуры. Общая площадь музея более 1200 квадратных метров. В фондах музея хранится более 8000 экспонатов. В музее 6 залов, среди которых природа, сельское хозяйство района, археология и этнография, история города Нурлат. Мы переходим плавно во второй зал нашей истории Нурлатского района. Это становление советской власти в нашем районе. И одним из интересующихся экспонатов наших посетителей, конечно, вот этот вот раритетный мотоцикл. Это первый отечественный мотоцикл в нашем районе. Год его выпуска – Красный Октябрь, Ленинград, 1937 год, а в 1938 году его приобрел Катбуддин Фахруддинов, агроном-механик первого в Республике Татарстан МТС. Здесь вот история вся становления колхозов, первые руководители нашего района, 25-тысячники, которые создавали колхозы в нашем районе, первая советская власть в нашем районе. Очень интересная история образования нашего района. Это ликбезы, избы читальные. И, конечно, вот уголок – это первые школьные парты, чернильницы, непроливайки, учебники различные, начиная с 23-го года, 38-й год, «Глобус», а это вот выпускники Фомкинской школы 1946 года. Мы находимся в зале «Память». Она посвящена нашим землякам, участникам Великой Отечественной войны. Из нашего района ушло 16 тысяч человек, и возвратилось только 6 тысяч. Нурлат, хоть и маленький, здесь располагался 2 эвакогоспиталя в нашем районе. Здесь формировалась 51-я стрелковая бригада. И приезжал Клим Ворошилов для того, чтобы снабдить эту бригаду орудием. И наша гордость – это, конечно, генералы, среди которых генерал-майор Сафин Ибрагим Каримович. Он 20-летним окончил с отличием Красинское артиллерийское училище из деревни Курманаева и участвовал практически во всех больших сражениях. Ну а это раритетный наш тоже экспонат. Якобы когда-то в годы войны он возил маршалов и генералов. Об этом говорит вот вся его структура, вы видите, да, здесь у него нет двери, чтобы можно было вовремя выскочить из этой машины. Вот такая у нас легендарная машина стоит здесь в нашем музее. Это зал Нурлат послевоенный. Основное развитие нашего Нурлата – это сельское хозяйство. Аграрно-индустриальный у нас район. Вот. И поэтому здесь, наверное, первые послевоенные организации – это, конечно, легендарный сахарный завод. Ну и, конечно, основной стенд, наверное, потому что мы его еще вынесли в новый зал, это сельское хозяйство и наши председатели колхозов. Про наш район говорят, что это нефтяной район. Это правда. В нашем районе расположены большие нефтяные компании. Они и спонсоры, и благотворители. Наши нефтяники нас любят и поддерживают. Вот мы заметили тесто. Угу. Теперь это на 2 части делили. Угу. Разделили на 2 части. Теперь раскатываем То есть тесто тонко-тонко, надо как тонко-тонко на раскатать. лапшу. Итак, мы раскатываем тесто, и по старой доброй традиции, это и в Нурлате, и в Казани, и в Сарманово, обычно хозяйки всегда поют. Давайте вы тоже спойте что-нибудь. Я, наверное, спою про свое детство.
Қайтырға юл ізлеп ерем байымсыз бала шаққа, қайсы суқыма келді оңай ұлтытым қайсы яққа. Бала шақның кең қырларын бір күні өтер едім, қатфә өленіслерінде тәгәріп ойнар едім. Бала шақның кең қырларын бір күні құрар едім, бәпке үйленіслерінде тәгәріп ойнар едім. Бигзор Ахмет. Очень красивая песня. А знаешь, Руслан, в этом году у нас 3-й раз прошел республиканский фестиваль, детский фестиваль «Созвездие». Наш нурлатский хореографический коллектив «Эсперанца» занял 2-е место. Поздравляем. Дорогие друзья, а самое интересное в приготовлении урамы вы узнаете после небольшой паузы. Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, мы готовим сегодня в Нурлатском районе. Блюдо у нас называется урама. Гости у нас Фяузия ханым. Настроение у нас отличное. И сейчас самый красивый момент, вы мне сказали, да? Приготовление урамы. Да, чтобы урама красиво сделать, чтобы получилось Вот очень... эти узорчики, да, которые, красивые блюда, нужно вот Фигурный нож такой весь красивый. секрет, да. Вот он Фигурный весь нож секрет, вот нужен. такой ребристый. Да. Давайте попробуйте. Вы сначала, потом я. Вот, сначала вот А, в муку. Вот они секреты-то. Так, Вот. отлично. так, это убираем. Это не нужно, да? Нужно. Так, можно я покажу? Вот такие Давайте. красивые полосочки получаются. Ага, вот. Вот она, урама или кыштыли, как некоторые называют. А можно одну Хворост. я? Хворост, да. Можно одну я? Давайте. Ага. Так, опа. Вот. Ну, красиво получается. У вас красивее получается. Спасибо большое. Фяузия ханым, вы в первой части нашей программы рассказали, что у вас большая семья, очень много внуков, детей. А вот кто-то пошел по вашим стопам, кто-то работает, может, режиссером тоже поют, выступают. Все пошли. Все. Все. Мама сказала, вот, Да, надо и быть дети артистом. поют. Даже муж поет. Кстати, у меня еще и сын поет, сыновья тоже поют. Ага. Вот сегодня одного пригласила сюда, Рафиса Калимуллина. Рафиса Калимуллин знакомый, мне кажется, я его знаю. Может, Встречаем знаете. Рафис Калимуллин. Рафис, салям! Салям, Рафис! Вот они, объятия Салям. мамы, салям, доступ, Салям, салям. Руслан. Рад тебя видеть, рад тебя видеть. Ну, Да, Виктор, раз уж очень целая семья практически собралась, можете исполнить для наших зрителей вместе песню, дуэтом? Конечно. То, наверное, что-то из народного спеть надо, наверное. Нәрсе нам башlayız. Әйдә ак чәчәкләр. Ак чәчәкләр кебек кар ява, хатırlatып ямлы май кишен, шымыр чәчәк атканы тугайда, йөргән идек икәү нур кишен. Шымыр чәчәк атканы тугайда, йөргән идек икәү нур кишен. Браво! Рахмат. Браво, Спасибо. браво. Ну, Рафис, расскажи, действительно ли так вкусно готовит твоя мама? Буквально вот, пока у нас еще есть время. Я, наверное, могу сказать так. Любое блюдо, за которое она берется, она готовит очень вкусно и всегда запоминающее. Наверное, нет ни одной женщины, которая приготовила, как моя мама. Вот это да, вот Спасибо. золотые слова от любимого сына. Кстати, что мы с этим дальше будем делать? Скажите нам. У меня 2 палочки, волшебные палочки, кстати. Мгм. Вот. Сразу вот так беру. Рафис, ты запоминай, смотри. Он Ну, знает. я Знает уже уже? знаю. Мы Так, вместе давайте готовим. Вот. Так. Вот так делаю. И другой палочкой Ага. идем уже к казану. А, и то есть для того, чтобы не обжечься, вы опускаете вот эти палки уже в кипящее Да, масло. Да. Вот это да. Ну так, Рафис, попробуй одну сделай вот с палочкой. Ну, Чтобы потом не говорили, что ты не готовишь. помним. Вот он, семейный дуэт Калимуллиных. У него свой вариант. А, вот он. Смотрите. усложненный. Мы же, мужчины все любим усложнять. Я так не делаю. Так, но есть, смотрите, Молодец. Вот, молодец. Ну а сейчас я предлагаю пойти к костру и показать самый интересный момент приготовления кыштыли. И здесь у нас на костре уже раскаленное растительное масло, и туда мы помещаем нашу ураму. Ураму, да. Так, это опасно, нет? Рядом стоять. Нет, нет. Опа, вот она закипает как. Вот, И вот получается урама. да. Вот так Вот он, крутим. самый интересный процесс. И вот она получается наша урама. Вот такая аппетитная урама получилась. Сразу хочется ее попробовать, но мы сейчас сделаем еще несколько штук и обязательно будем пробовать.
урама. В глубокую посуду разбили яйца, добавили соль, соду и хорошенько взбили при помощи венчика. Затем всыпали муку и замесили крутое тесто. Далее тесто раскатали в тонкий пласт и при помощи фигурного ножа нарезали на полоски шириной 3-4 сантиметра. Каждую полоску навернули на конец деревянной палочки и, придерживая второй палочкой, опустили в кипящее масло. Во время обжаривания палку вращали, постепенно освобождая ее от теста. Оставшиеся в масле спиральки жарили, пока они не зарумянятся. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. И вновь вторую неделю подряд в Нурлатском районе мы накрываем такой шикарный стол. Фәузия ханым, сезгә бик зур рәхмәт. Рафис, спасибо за музыкальную поддержку. Үзегезгә рәхмәт. Все уже готово у нас практически, да? Нет, еще не все готово. Нужно украсить вот эту ураму, готовую продукцию, вот Сахарной посыпать пудрой. сахарной пудрой. Я вот так делаю. Финальный штрих называем. Да, так? да, Ага. да, да. Вот теперь готовые блюда. Теперь его, конечно, можно уже и попробовать, да? Да. Руслан, у нас еще есть подарки замечательные. Это от нашего Нурлатского района и города Нурлат. Замечательное татарское блюдо щак-щак. Чак-чак. Вау, Вот какой у нас большой. здесь. Килограмм 5. С собой Да. в Казань увезу. 5 точно есть. И, конечно же, еще одно очень вкусное блюдо – это баурсак. Баурсак Ну, такая наш. елочка кулинарная. Ох, тяжело. Ну, кстати, баурсак я тоже очень люблю. Сразу попробую. И попробуем нашу... Наши нурлатские кулинарии очень вкусно готовят. Ну, бисмилля рахман рахим. Эй, тәмле булсын. Можно? Осталось запиться вкусным чаем. Обалдеть. Попробуйте. Рейс. Фәузия ханым, бик зур рахмет. Большое вам спасибо. Очень все было вкусно. С вами было приятно и весело. Я рада. Рахмет. А сейчас я хочу выразить большую благодарность всем, кто встречал нас здесь, в Нурлатском районе. Было очень вкусно, было весело. Обязательно еще приедем. А наше кулинарное путешествие продолжается. И в следующей программе уже новый район, новые гости, новые блюда. А сейчас финальная песня. Җәйләүләрдә тугай, тугайларда тургай, канатларын җилпи җилләрдә. Җәйләүләрдә тугай, тугайларда тургай, канатларын җилпи җилләрдә. Сине уйлап янам, ник килмисең һаман, күңелләрең синең кемнәрдә? Сине уйлап янам, ник килмисең һаман, күңелләрең синең кемнәрдә? Бик зур рахмет. И не забывайте, татар халык ашлары бик тәмле һәм файдалы.